Интересные факты. Всем привет, друзья! Средневековье в нашем воображении рисует определенную картину, которая, скорее всего, неверна. А все потому, что существует множество распространенных мифов об этом времени. Смотрим. Знакомства вслепую остались в прошлом. Видеочат-рулетка, конкурсы, призы и все это совершенно бесплатно на лучшем сайте знакомств через камеру videoclub.ru. Более 2 миллионов пользователей уже открыли для себя этот сайт. Присоединяйтесь. Все ссылки в описании. Люди считали, что Земля плоская. Если быть точными, то идея о плоской Земле существовала в дохристианской Скандинавии с 9 по 11 век. Но в остальной же Европе и странах даже в средние века образованные люди знали, что Земля круглая. Свидетельство тому – множество дошедших до нас карт тех времен. Колумб хотел доказать, что Земля круглая. Собственно, только что мы об этом говорили. Люди были в курсе, что планета шарообразная, и доказывать это было не нужно. Единственное, что он хотел доказать, что Земля намного больше, чем считали все изначально. Викинги носили рогатые шлемы. Эти шлемы были бы очень непрактичными и неудобными для сражений. Лишь в 19 веке скандинавские художники стали добавлять эту деталь к их изображениям. Мужья надевали на своих жен пояса верности. Всем нам известный жуткий факт, будто средневековые дворяне, отправляясь в поход, надевали на своих жен страшную железную конструкцию, закрывающую нижнюю часть тела. Всего лишь миф. Это не более чем эротическая выдумка нового времени. В средние века люди не доживали до 30 лет. Детская смертность зашкаливала, но если человек доживал до совершеннолетия и при этом в дальнейшем не случалось никаких эпидемий, то у него были все шансы спокойно дожить и до 60-70 лет. Люди не мылись, и их тела источали жуткое зловоние. Конечно, они были менее чистыми, чем мы, в эпоху горячей водопроводной воды, но представители всех слоев общества ежедневно мылись, ценили гигиену и сторонились людей, от которых плохо пахло. Женщины были бесправны. Да, жилось им, конечно, менее свободно, чем сейчас, но женщины помогали мужьям в разных профессиях, могли наследовать и управлять семейным делом. А настоятельницы монастырей и королевы обладали просто огромной властью. Люди Средневековья не пользовались столовыми приборами. На самом деле, в это время уже широко использовались столовые приборы. Например, вилка появилась в Византийской империи к VI веку. Церковь тормозила развитие науки и сжигала ученых на костре. Большинство ученых Средневековья сами были церковниками. Многие из них не только не притеснялись за свою деятельность, но и были удостоены наград за знания и мудрость. Миллионы женщин были объявлены ведьмами и сожжены на костре. Такое явление, как охота на ведьм, не было феноменом средних веков. Оно появилось позже, и пик пришелся на 16-17 века. И, кстати, мужчин среди жертв таких гонений также был немалый процент. Феодалы могли воспользоваться правом первой ночи с невестой вассала. На самом деле, подтверждений и факты существования такого правила нигде не найдено, и большинство историков сходятся во мнении, что это либо выдумка, либо неверное трактование исторических текстов. Рыцари непременно были благородны и учтивы. Увы, это далеко не так. Конечно, нельзя говорить за всех, но часто реальность была такова. Когда рыцари не были заняты сражением, они принимались дебоширить и терроризировать население, зачастую насилуя женщин. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.